Прадукцыя беларускага расследавальніцкага цэнтру для Белсат ТВ. Рэформы. Упершыню за доўгі час улады прыступаюць да пераўтварэння вельмі важных галінаў беларускай эканомікі, а прыватнасці падатковая сістэма і пенсійная сістэма. Пра гэта гаварылася даўно, але прыступаюць толькі цяпер. Чаму толькі цяпер і як усё гэта будзе адбівацца на нашых з вамі гаманцах? У эфіры перадача «Экономика с Чалым». З вами уласна Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Я думаю, что это начало нового тренда. Это поведение защитное, безопасное, а вовсе не вера в то, что у экономики появляются какие-то перспективы. То есть мы фактически хорошими деньгами заливаем проблемы предприятий. Извлечение прибыли вот без образования юридического лица должно быть ликвидировано как класс. Правильные долгосрочные решения принимаются в самое неблагоприятное время. Это все-таки вот морковка, висящая перед носом. Результат не будет достигнут, а идея самих реформ будет дискредитирована. Итак, на пачатку традыцыйна зводкі з палёў. І самая гарячая навіна, зараз пишуць тэлеграм-каналы, спецыялізаваныя на нерухомасці, пишуць «пачалося». А что там пачалося на рынку нерухомости? Появляются отдельные предложения по вторичному рынку недвижимости, предложения на продажу в самом дорогом сегменте. По сравнению с маем, например, однокомнатные квартиры довольно серьезно подешевели в предложении. То есть от 20 до 15 тысяч за квартиру. В принципе, мы когда-то на самом деле объясняли, что будет происходить с рынком недвижимости, предсказывая то, что будет довольно длительный период времени, когда формально будет казаться, что цены не падают, но в действительности они на самом деле на рынке, рыночные цены настоящие ниже, потому что вырастает довольно сильно период ожидания продажи этой самой квартиры. Надоело ждать, слишком долго не брали, потому что популярнее даже стали новостройки, которые строятся рядом. И в принципе, мне кажется, что это довольно важный такой переходный момент. Рынок недвижимости построен таким образом, что достаточно несколько вот таких вот сделок с новым ценовым ориентиром, чтобы задать ценовой уровень для всего рынка. Я думаю, что это начало нового тренда на снижение стоимости вторичного рынка, и причем именно квартир качественных. Вот. Это важный фактор, потому что, как мы говорили, на самом деле вложения в недвижимость были довольно популярны в последнее время. Да, как сбережение рассматривают такой инструмент сейчас люди, те самые, которые думают, что со своими деньгами делать, как в этой экономической ситуации попросту обезопасить их, там, я не знаю, там, от конфискации, пропадания, там, обесценения, чего-то еще. У нас же все было депозиты, нерухомость. Именно так, то да. Туды, то сюда, да. И вот как раз появились, свежие данные. Нацбанк регулярно, мы очень любим этот параметр оценивать. Он выдает такой репорт по опросам инфляционные ожидания населения. Выросла вроде бы как привлекательность сбережений, причем сбережений именно в белорусских рублях в меньшей степени в иностранной валюте. Что люди под матрасом в белорусских рублях ховаются? В том-то и фокус, что нет. Вот еще раз говорю, варианты. Либо наличные деньги, либо депозиты. Так вот, оба они за квартал, процент ответов, которые рассматривают такой вариант сохранения сбережений, упал и там, и там. А выросла как раз именно привлекательность вложений в недвижимость, которая людьми рассматривается не как инвестиционная, а как сберегательная, как инструмент сохранения денег. И появилась новая тенденция, которая довольно неожиданная. Выросли кредиты населению за месяц на потребительские нужды. 11 месяцев подряд эта величина задолженности населения сокращалась. Но фокус в том, что если внимательно смотреть, что происходит, то есть все это происходит на фоне сокращения реальных доходов населения. Это видно по пособиям, это видно по пенсиям, это видно по зарплатам бюджетников. То есть рост потребительского кредитования, скорее всего, происходит не от хорошей жизни. Это компенсация выпадающих доходов. Ровно так же, как спрос на недвижимость, который делается как попытка обезопасить свои средства от
будущей неопределенной, неблагоприятной ситуации. Либо это что-то будет с банками, либо это что-то будет белорусским рублем. То есть фактически это поведение защитное, безопасное, а вовсе не вера в то, что у экономики появляются какие-то перспективы. Ну тут и международное рейтинговое агентство так само. Черговая Moody's изменила свой прогноз по Беларуси. Да, вдогонку к S&P Global Ratings. Теперь Moody's точно так же сменила прогноз на негативный. И опять же все фактически уже в один голос начинают говорить о том, что главным фактором является, значит, эффект будет сказываться международных санкций. Первое – сокращение поступления от экспорта, соответственно, будет увеличиваться дефицит бюджета. И второе – это то, что доступ к внешнему финансированию будет ограничен. То бок атрымліваецца рэйтынгавыя агентствы змяняюць прагноз на негатыўны, а наколькі гэта пацвярджаецца ўнутраэканамічнымі дадзенымі на сённяшні дзень? Ну, они ожидают, как я уже сказал, роста дефицита государственного бюджета республиканского. Смысл в том, что по новым данным, это уже на самом деле видно по итогам, значит, последнего месяца, августа в данном случае. То есть дефицит за август вырос на там, почти 300 миллионов белорусских рублей. То есть это примерно процентов на 50. То есть 1,5 раза он вырос. Да? Если смотреть, например, на расходы на социалку, они продолжают сокращаться. То есть бюджет экономит на самом деле на них, несмотря на все разговоры о том, что у нас бюджет сохраняет социальную направленность. Причем эта тенденция давняя, это еще с 2020 года происходит. А вот то, что выросло в действительности довольно ощутимо, это расходы на так называемую общегосударственную деятельность, такой большой пункт, который в себя прячет довольно много всяких вещей. Это и обслуживание госдолга, это расходы на госуправление, поддержка государственных предприятий там, за счет бюджета, там, межбюджетные трансферты отстающим регионам и так далее, и так далее. Мы рассказывали в прошлой передаче на встрече с Лукашенко. Вот, министр промышленности говорил о том, что вот-вот уже идет поддержка деньгами, на самом деле, этих предприятий, которые страдают, либо еще пострадают от международных санкций. Я не буду называть сумму, але ўрадам прыняты адпаведныя документы, прыняты дарожныя карты, і гэтыя прадпрыемствы атрымалі танныя сродкі для вырашэння гэтых пытанняў. Но если обращаться уже к снова аналитическому обозрению Национального банка по банковской сфере, то там тоже в последнем месяце довольно интересный новый феномен, а именно резко выросли необслуживаемые активы. Там всего за месяц было 3 миллиарда 300, стало больше 4 миллиардов. Вот, то есть это довольно существенный рост. Это рекордное значение вообще за всю историю. Я не думаю, что здесь есть прямая причинно-следственная связь, но совпадение довольно такое показательное. То есть мы фактически хорошими деньгами заливаем проблемы предприятий, которые и так эти деньги не возвращают. То есть результатом этой помощи становится то, что их задолженность растет, но ничего с финансовым положением их не улучшается, потому что ни реструктуризации не происходит, ни смены бизнес-модели, ничего. Добра, ну а улады, что они робят в этой всей ситуации? Ну, понимая, что проблемы с бюджетом будут, в принципе, мы же видим, вот, наконец, они выкатили полный текст на своем сайте Министерства по налогам и сборам, да, проект изменений в налоговый кодекс, там порядка 180 страниц, то есть там много изменений, самые такие характерные: поднятие ставок единого налога для индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые без ИП работают, это на год, а, значит, с января 2023 уже года, значит, планируют, как много об этом говорилось, вообще отменить единый налог для индивидуальных предпринимателей. Это, на самом деле, гораздо еще более глубинная штука, суть которой в том, что у самого Лукашенко, вообще у всех наших властей, они считают форму существования индивидуальных предпринимателей, значит, как какую-то враждебную. То есть, если ты частник, но не образуешь какую-то фирму, да, то есть инкорпорируйся, да, создавай там юридическое лицо, да, у тебя вот либо этот вариант, либо, значит, ремесленничество, там, как сказать, заработок для поддержания штанов. Извлечение прибыли вот без образования юридического лица должно быть ликвидировано как класс. Это нормально в уголе прогрессивный шлях? В принципе, в общем-то, довольно правильная идея реализуется в крайне неблагоприятных условиях. Куда предлагают переходить людям? В малое предпринимательство.
У нас есть, значит, государственная статистика, по которой можно судить, что происходит с предпринимательством. Есть ежегодно собираемая статистика так называемых активных бизнесов, плюс еще более точная статистика, которая уже не ежегодно, а ежемесячно собирается, это количество компаний малого бизнеса в Беларуси. То есть микропредприятия и малые предприятия. То есть одни до 15 человек, другие до 100 человек работников. Там видно, что идет постепенное падение, на самом деле, численности предприятий малого бизнеса. И количество их уменьшается. И вклад в экономику, то есть поступления в налоговую казну уменьшаются. Значит, сокращается, причем количество везде, и в областях, и в Минске, и в регионах, и в столице. Вот. И плюс, как бы казалось бы, да, можно было бы еще подумать, может быть, происходит укрупнение бизнеса. То есть количество предприятий уменьшается, ну, за счет там слияний и поглощений. И этого нет, потому что среднее количество занятых на самом деле тоже уменьшается. То бок усе ті льготи податкові для ІПшників, вони були для того, щоб їх підтримати у тяжкий час. Так зараз є той тяжкий час, коли їх треба. Абсолютно точно, да. То есть идея была в том, что давайте, как бы, вы вырастаете во что-то. То бок подымуць податки на бізнес за кошт скорочения льготных сегмента. На что еще подымуць? Ну, самое главное, чтобы, так сказать, очень сильно нашумело, да, что было во всех СМИ, это история о том, что, значит, появится налог на недвижимость, включая даже первую квартиру. То есть, если раньше он появлялся только со второй и последующих. Значит, ставки, то есть было 0,2% стоимости помещения, но только со второго и последующего, сейчас будет и на первый 0,1%. Короче, предполагается, что это будет около 50 рублей в год в Минске и в регионах около 25 рублей. То есть, вроде бы, не так и много. Вот, еще раз, вот это тоже на самом деле довольно интересная вещь. Смысл в чем? Что какова вообще на самом деле главная функция существования налога на недвижимость во всех нормальных развитых экономиках? У нас главный упор, понятно, делается на фискальную сторону налога. То есть очень деньги нужны. А в действительности это, как правило, инструмент, на самом деле, социальной политики. То есть суть ее заключается в том, что главная функция должна быть перераспределение. То есть должна быть прогрессивная шкала, что доходов на физические, там, на доходы физических лиц, что на недвижимость и так далее. То есть идея как раз и заключается в выравнивании относительно доходов и результатов вот этой политики доходов. У нас, как мы знаем, значит, мало того, что теперь основная тяжесть ляжет как раз до тех, у кого это жилье единственное будет, да, то есть эта функция явно не выполняется. То бок павялічваць падатковую нагрузку, а нейкія структурныя рэформы плануюцца, каб змагацца не з сімптомамі, а уласна з праблемамі паспрабаваць. Да, на слуху сейчас конкретно, вот именно слово «реформа» используется в названии пенсионной реформы, которая сейчас уже даже начата указом 367 Лукашенко о добровольном страховании накопительной пенсии. Речь идет о чем? Что теперь работник может добровольно уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию. Это не отчисление ФСЗН, которые, грубо говоря, это система, работающая с колес. То есть со всех собрали, действующим пенсионерам распределили. Да. Из бюджета добавили, да, коли не хватает. Да, никакой долгосрочной стратегии там нет. Вот. А именно в накопительную пенсию, которая будет дополнительной вот к этой вот социальной пенсии. То есть и также работник из своих денег платит 1%, но теперь это можно делать до 10% твоего заработка. Значит, при этом для того, чтобы стимулировать людей к пользованию такой схемой, отвечает до 3%, еще 3% работодатель, на самом деле, из средств, которые раньше шли бы в ФСЗН, значит, выдает от себя в твой же, на самом деле, счет. Что начинается с того момента, когда ты откладываешь больше 3%, все равно будет только 3%. Вот, но самое важное – это то, что эти средства не пойдут теперь, которые ранее шли бы в ФСЗН, не пойдут туда. Получается, что и здесь точно так же вроде бы правильные долгосрочные решения принимаются, ну, в самое неблагоприятное время. То есть, ну, первое, например, то, что отмечает, там, скажем, Катерина Барнукова из Бюрок, да, она как раз специалист именно по трудовым отношениям и социалке, она говорит, время упущено. Делать это нужно было тогда, когда был профицитным еще фонд социальной защиты. Это можно было делать относительно безболезненно. Второе, то есть это мы говорим только о большой давней проблеме, что он становится структурно дефицитным, то есть упущено время, когда это можно было делать. Вопрос в том, что сейчас же
доверие к институтам разрушено, да, финансовых рынков не создано. Почему главный фактор – это неверие на самом деле в то, что существуют какие-то инструменты, вложения в которых путем управления государственной компанией твоими ресурсами способны приумножить эти средства. Ну, а куды они могут укладываться? Ты же сам сказал, что развитого фондового рынка нема. Валюта там, ну, больше-меньше нестабильная, отрымливается, ну, в предприемстве... Ну, формально это могут быть еще какие-нибудь облигации либо Минфина, либо квазигосударственных структур, как, например, Банка развития, который, правда, как мы знаем, в свою очередь, да, абсолютно верно, да. То есть, грубо говоря, это будет только с лишним посредником, но все равно эти средства, как сказать, есть большой соблазн, особенно в этой ситуации, использовать их так же, как говорил министр промышленности, да, мы поможем там предприятиям, а потом почему-то выясняется, что у этих предприятий растут плохие долги. То есть существует вот эта вот постоянная проблема, связанная с тем, что Беларусь, как страна опоздавших реформ, значит, пропустила момент благоприятной и там, я не знаю, и институциональной среды, и внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуре, когда относительно безболезненно можно было бы делать важные структурные преобразования, которые нужны в долгосрочной перспективе. Но тим не менш плануецца. Не, зараз наши звертаюцца в Евразийский фонд черговый раз там, по кредитную программу. Да, совершенно верно. Пока еще не опубликованы ни документы, ни то, о чем договариваются. Вот. Но по агентурным данным как раз-таки речь идет о том, что мы же обратились, на самом деле, за межгосударственным кредитом, но, судя по всему, Беларусь таки направили снова в Евразийский фонд стабилизации и развития, который, ну, такой вот местный аналог МВФ. Почему? Потому что там эти деньги выделяются под условия. То есть правительство выстраивает, как тогда это говорилось, и сейчас это также называется, матрицу мер, которые, в принципе, должны, то есть они должны принести пользу экономике. А які, передусім, фонд хоче там, бачить? Нет, так, а там на самом деле, как я понимаю, ничего нового же не появилось. То есть очень старые вещи, как, например, повышение эффективности государственного сектора. Завершение, ну вот помнишь, мы многократно рассказывали, прежде чем заниматься проблемами госсектора и теми же самыми плохими долгами, неплатежеспособными предприятиями, необходимо провести, как сказать, триаж, ну или диагностику. Какие стратегические, которые мы не трогаем, какие платежеспособные, какие, значит, при случае помощи, а какие, да, ну, грубо говоря, эвтаназии подлежат. Разделение функций регулятора и собственника, повышение ролей и там даже штата, например, агентства по управлению государственными активами. И, кстати, рассматривается вариант вернуться к публикованию списков предприятий, которые будут подлежать привлечению иностранных инвесторов, ну, фактически продаже ее. Но понятно, все равно понятно, что ничего другого сделать для улучшения экономики нельзя. Эти планы все давным-давно были, на самом деле, в Нацбанке, в Минэкономике, Минфине. То есть сейчас они попробовали просто их вставить в матрицу мер, потому что матрица мер – это все-таки вот морковка, висящая перед носом. Так вот, я про что хочу сказать, что хорошая попытка на самом деле. Возможно, что действительно просто решили воспользоваться благоприятным моментом, может быть, какие-то сохраняющиеся реформаторы там в чиновничестве, да? Но, к сожалению, еще раз говорю, опыт показывает, что первое, значит, наши реформы в силу отсутствия политической воли наверху, они оказываются продолжительными. Значит, время их осуществления оттягивается, оно становится все менее благоприятным. И плюс сама идея проведения реформ под давлением извне, основной вопрос – это, как они говорят, ownership of reforms. Да? То есть смысл в том, что и опыт взаимодействия с МВФ показывает, что невозможно из-под палки проводить реформы, которых ты сам не хочешь. Ты должен сам до конца поверить в том, что они тебе нужны. Их нужно делать для себя, а не для того, чтобы деньги получить и так далее. В противном случае, как мы говорили, то есть это будет просто... Результат не будет достигнут, а идея самих реформ будет дискредитирована. Добра, зразумела, што рэформы было найлепш рабіць тады, калі ішоў эканамічны рост. Ну, але зараз, калі час упушчаны, ўсё роўна іх жа трэба некалі пачынаць, дык лепш ужо зараз, чым яшчэ пазней.
Да, все так, понимаешь, но фокус в том, что, судя по всему, сами чиновники, которые эти реформы планируют и рассчитывают на какой-то длительный срок и результат этого срока, да, их собственное поведение свидетельствует о том, что они сами не очень верят в осуществление этих самых реформ и то, что они вместе со всей остальной страной воспользуются их плодами. Вот как раз самое последнее свидетельство, да, утечка документов Pandora Leaks, да, как раз говорит о том, что поменялось, причем довольно радикально поменялось поведение чиновничества. Впервые они сами становятся участниками схем, которые раньше отдавались на откуп бизнесменам. Это свидетельствует о том, что и горизонт планирования у них сокращается, да, и, наконец, начинается уже работа на себя, а не на страну, что как бы говорит о том, что они сами все меньше верят в сколько-нибудь благоприятные долгосрочные перспективы, в том числе этих реформ, которые могут быть заявлены как начинающиеся. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалым», подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и социальных сетях. з вами был Сергей Чалы. И Станислав Ивашкевич. До сустрэчы. Всего доброго. Гэтая праграма была створана беларускім расследавальніцкім цэнтрам для Белсат ТВ.